Байсангур – человек из камня. Так о нем отзывался имам. Ведя отряд горцев под своим знаменем, Байсангур участвует во многих сражениях. Бравые воины громят многочисленные войска графа Воронцова. Испугавшись силы повстанцев, царские генералы целых 14 лет не решались заходить на территорию Ичкерии. Но победы давались немалой ценой. В боях Байсангур лишился руки и потерял глаз. «Чтобы застрелить дичь, охотнику и одного глаза достаточно», — говорил нерушимый Байсангур. В 1847 году, когда царские войска осадили аул Гергебель в Горном Дагестане, одноглазый и однорукий Байсангур со своим верным отрядом защищает участок обороны в районе Садов. Брошенное царскими солдатами пушечное ядро отрывает 53-летнему чеченскому наибу ногу. В сумерках, истекающего кровью и потерявшего сознание Байсангура, подбирают царские солдаты. Весть о пленении идейного лидера мгновенно облетает горы. Глубоко пораженный известием имам Шамиль вместе с друзьями и родичами разрабатывают план освобождения единомышленника из плена. Когда тяжело раненого Байсангура под большим конвоем перевозят из Дагестана в крепость Грозную, мюриды молниеносно атакуют колонну и вызволяют любимого наиба. Горцы готовы с ликованием встретить славного Байсангура, но с ужасом в глазах смотрят на представшего перед ними калеку. Сила духа побеждает всякие преграды. Храбрость и мужество ведет человека, желающего свободы для своего народа. Без одного глаза, руки и ноги Байсангур по-прежнему остается в строю. Во время боя он привязывал себя к коню, и его единственная, но невероятно сильная рука уверенно сжимает шашку. Изнуренный 25-летней войной имам терпит натиск 300-тысячной царской армии. Ослабленный народ больше не может оказывать стойкое сопротивление. Население Чечни сокращается в 5 раз. Близок страшный конец. Узурпаторы сжигают аулы, постепенно захватывая Чечню и Дагестан. Шамиль вынужден покинуть Чечню, а вскоре к нему в Горный Дагестан отправляется Байсангур со своим отрядом. Долго не покорявшийся захватчикам Биной сожжен. Байсангур и Шамиль вместе с 400 воинами и 3 пушками оказались окруженными царскими войсками на горе Гуниб. К Байсангуру прибывал вражеский гонец с посланием: «Сдавайтесь, вы окружены. Вам никуда не деться. Крепость осаждена тройным кольцом». Но бесстрашный воин вспомнил аят из священного Корана. Люди сказали им: «Народ собрался против вас, побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха». И как прекрасен этот попечитель и хранитель. И Байсангур уверенно промолвил: «Мы принимаем бой». Orson Wogush who is doing Wayna Masu Hour, Yakam who is Wayna Masu Hour, way Equish don Churana, Hayat Muscle do is a Tunde Ton, Tunt War, Yakam Hitch, Nagasana, way Ton, way story, way Kultura, Yitzin, way Wash do, that's the one Jason, way Lila, Wayna, Body Ambush that. وقت يقويش بوجانا ودي توما غلدات إيش داس غلدو قويلا أتصل ديلا ريس غلهم باشونا هو كان حلق بوجانا شو أفجست من سويتنا
استيحدونا وي قوم غلق شوي قوم امش دونا واش شادر شنو ديكنا ورقيت نقبو شحالات دال سنير دعيتو بولشو اخر دال ملاحا فوتو ناوس تيدو دال دعي بيحكي يلتحقام دقوي تعنقشي قام دقوي متشخلشي اقا يحيول شو بيحيول شو يوترقا ويجنيس ووات دال نيسويل دال خز دكتوح ديندوش بقى نقص مطبوش يحيولش ويقوم كنتي دوش تعدل دال إيمان صوبة توفيق للوه مثلا ريسك دال شيدو دال زير قوم Практически не выжившему после траурного сражения отряду под руководством Байсангура удается прорваться сквозь тройное кольцо врагов и уйти в Чечню. Лидер сильных когда-то повстанцев вместе со своей семьей скрывается в Биное. Здесь непокорный Байсангур вместе со своими соратниками и лидерами других чеченских общин активно готовит восстание. Одновременно с ним в Аргунском ущелье готовится выступить Старый Волк, Ума Дуев из Дзумсоя и Атабай Атаев. После нескольких месяцев подготовки 66-летний Байсангур проводит вооруженное наступление и поднимает знамя свободы в Ичкерии. Здесь продолжает точиться многолетняя борьба волелюбивого народа с царскими войсками. Войско видит и победы, и поражения. Позорной смерти трус достоин, ему не видеть райских врат. Пока скакун мой жив, я воин, говорил Байсангур всем тем, кто сомневался в его победе.